Привет, девчонки! Это мастерская программы «Зеркальце», и наше креативное настроение в самом разгаре. Привет, я Диана. А я Юля, и мы начинаем творить. Приятный, теплый, мягкий шарф – это самый модный аксессуар, без которого не может обойтись ни одна модница в холодное время года. Но не спешите бежать в магазин, как только вам захотелся новый шарфик. Конечно, ведь мы можем его сделать сами. Да-да, мы не шутим. Например, из старой футболки. Я принесла целую кучу старых футболок. Здорово! Выбираем цвет. Мне очень нравится вот это. Подбираем к ней в тон. Вот. Синенькая. Очень на контрасте смотрится. И белая. Тебе нравится? Да, очень. Так, остальные мы убираем. Наши футболки совпадают по фактуре. И это очень хорошо. Швейная машинка нам сегодня не понадобится. Настал звездный час ножниц. Берем одну футболку, остальные пока убираем. Раскладываем нашу футболку и отрезаем полоску снизу 3 сантиметра. А резать до конца? Ну, конечно. А с остальными футболками мы будем проделывать то же самое? Совершенно верно, но при этом мы еще их растянем. Вот так? Да. В конце у нас должны получиться вот такие жгутики. Надо же, это оказывается еще и так весело. Ну, конечно, творить новые шедевры – это всегда безумно интересно. Футболка у нас имеет приятную трикотажную ткань, которая не требует обработки. Достаточно просто потянуть, и мы уже не видим неровные края. В одной из наших прошлых передач мы уже переделывали старую футболку в новый шедевр. Желтая футболка закончилась. Берем следующую. Все очень легко и просто. Ну что, девчонки, наверное, уже не терпится узнать, что же будет дальше. Лично мне очень не терпится. А дальше будет белая футболка. Поступаем с ней аналогично. Последняя полоска готова. Убираем остатки футболок, они нам не нужны. Берем наши жгутики и вот таким образом делаем из них браслетики. Получается неплохо. Да, надо стараться, чтобы они были приблизительно одинаковые. Пока мы делаем вот такие текстильные ватрушки из наших полосок, вы, девчонки, узнаете кое-что интересное. Наш волшебный сундучок расскажет вам об истории создания шарфа.
История становления шарфов как модных аксессуаров очень длительная и интересная. Впервые шарфы появились в Древнем Китае более 2000 лет назад. Шарфы очень долгое время использовались как способ защиты шеи от сильных ветров и морозов, что позволяло избежать простуд и переохлаждений. В 21 веке дизайнеры по-новому посмотрели на шарфы и вдохнули в них абсолютно другой облик и предназначение. Шарфы перестали быть просто средством согрева зимой и превратились в модные аксессуары, завершающие облик, добавляющие изюминку образу. Теперь для создания аксессуаров используются всевозможные ткани, от прозрачных шифоновых до грубых мешковатых. На подиумах моделей и сами дизайнеры появились в шарфах всевозможных расцветок и принтов, полностью отвечающих трендам каждого сезона. Девчонки, надеюсь, вам понравились интересные факты из истории шарфа. А у нас уже все готово, приступаем к самому интересному. Плетем наш будущий шарф. Берем одно колечко, другое. Вот таким образом продеваем. Старайтесь, чтобы швы от футболки попались как раз на узелок. Вот. Ну и продолжаем плести цепочку. Способ плетения довольно-таки очень простой. Но пока мы все доделываем, вы послушайте наш дневничок. У современного шарфа есть множество разновидностей. Давайте с ними познакомимся поближе. Парео – предмет женской одежды, прямоугольный отрез ткани, который подвязывается на бедрах в виде юбки, под мышками, либо вокруг шеи в виде платья или любым другим способом. Такая одежда была позаимствована у островитянок. Изначально парео было сделано из полупрозрачных тканей и являлось пляжным атрибутом. Пончо – большой прямоугольный кусок ткани с отверстием для головы посередине. Современные модели пончо мало чем похожи на оригинальные варианты. Единственное, что осталось общее – это отверстие для головы и отсутствие рукавов. Разновидностью пончо являются пончо-накидки, которые не надо надевать через голову, что непременно удобнее. Снуд – это объемный шарф, который просторным кольцом прикрывает заднюю часть головы и шею. Незаменимая вещь в холодную погоду. Снуды делают из плотной хлопчатобумажной ткани, но более распространенный вариант – из шерстяных тканей и букле. Шарфы прочно зарекомендовали себя в качестве стильных аксессуаров, при этом не растратив своего истинного предназначения. А мы ничего не забыли? Про прически. Сейчас приглашаем к экрану самых юных наших принцесс и узнаем секреты модной прически. Наш шарфик готов. Как тебе нравится, Диан? Мне он очень нравится. Я думаю, он прекрасно подойдет к твоему платью. Время примерять.
Я думаю, что ни у кого в городе не будет точно такого же шарфа. Сегодня мы узнали много нового, выслушали интересные советы и сделали эксклюзивный шарф. Девчонки, дерзайте, берите ножницы и смело творите свои шедевры. Так легко быть модной и при этом экономить. Увидимся в зеркальце. Пока!